Первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов сообщил, что по поручению главы республики правительством инициирована работа с участием всех федеральных структур, администраторов бюджета по вопросу собираемости налогов, поступающих в бюджет. Таким образом, удалось к концу года превысить плановые показатели по сбору ряда налогов. НДТПИ на 291,8%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 107,0%, административных платежей и сборов на 241%. Махмуд Али Калиматов отметил необходимость в максимальной степени наращивать доходную часть бюджета. В данном вопросе он выделил в качестве тормозящего прогресс-фактора отсутствие должностного контроля со стороны государственных органов за полнотой уплаты налогов строительными компаниями, АЗС, крупными торговыми предприятиями, продовольственными рынками. Ситуация в сфере финансов у нас была не самая лучшая. Нам удалось добиться здесь перелома. В результате целенаправленной работы в 2020 году мы не только не допустили увеличения объема долговых обязательств, но и сократили их. Мы копейку, ни одну не допустили, ни кредиторку, ни госдолг, ни целевку. Не допустили. Нам нужно в максимальной степени наращивать доходную часть бюджета. Резерв для увеличения поступлений дохода нашего скромного бюджета еще достаточно. Вы их знаете лучше, чем кто-либо. Назову все-таки некоторые из них. Нет должного контроля со стороны государственных органов за полнотой уплаты налогов строительными компаниями, АЗС, крупные торговые предприятия, продовольственными рынками. Это перечисление можно продолжить, остается значительно теневом секторе нашей экономики, который вообще не платит налоги. О размерах этого явления можно только догадываться. Я уже не раз говорил, подчеркиваю еще раз, бизнесмены, руководители организаций, все, кто не платит за аренду земли, налоги и штрафы, по сути лишают бюджет республики поступлений, буквально обкрадывают население. Если контрольно-надзорные, налоговая инспекция, Роспотребнадзор, другие органы, которые по своим должностным обязанностям, по закону осуществлять сбор и перечисление в бюджет тех или иных уровней, то они должны понимать, и каждый глава должен понимать, и правительство, что-то не получается, если у них, это надо открыто обсуждать. Надо открыто обсуждать, где мы можем им помочь. Они стараются, делают, но если есть возможность главе района, особенно главы районных городов, еще будет такой период, когда мы заслушаем каждую главу, и у меня будет что вам сказать. Вы сами, как главы, не осуществляете те полномочия, которые вы обязаны, и взаимодействие с контрольно-надзорными органами. В разрезе муниципалитетов произошел рост по различным видам налоговых и неналоговых платежей. В соответствии с поручением главы региона в Яндере было проведено совещание с руководителями муниципалитетов и их финансовыми отделами, в процессе которого были найдены дополнительные внутренние резервы от 7 миллионов 600 тысяч рублей в Джайрасском районе до 36 миллионов 700 тысяч рублей в Назране. Всего 181 миллион рублей. Руководитель субъекта подчеркнул, что упомянутая им выше работа по снижению долговых обязательств региона является лишь первым этапом в борьбе с его финансовой несамостоятельностью. В дальнейшем власть региона намерена сделать упор на устранение понятия теневой экономики, вывести фискальную систему на основательно новый уровень в целях обеспечения поступления необходимых на нужды Ингушетии средств. Контроля тоже мало, мне цифра нужна. Вот как вы вот направили, столько налогов не платится, а то чиновники у нас сидят, и за коммуналку не платят, приходится прям говорить. И это есть, если ты должностное лицо, значит с ним прощаться и все. У себя проверьте своих работников, налоги платят они. Я серьезно говорю, по чиновникам, по муниципалитетам. Пока мы сами себя не начнем, сами себя требовать не сможем. Справки о доходах. Вы знаете, что 10% недостоверных. Минимум. Все эти вещи не для отчета здесь. Спустя рукава работать я лично никому не дам.
Налоги – это вклад каждого предпринимателя в становление республики. Бизнесмены и руководители организаций, все, кто не платит за аренду земель, налоги и штрафы, по сути, лишают бюджет поступлений. Сколько проблем социально незащищенных слоев граждан можно было бы избежать при наличии профицита, заключил Махмуд Али Калиматов. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цурров. Новости 24.